Его называют «стройкой века». На одном из самых масштабных объектов России трудится 10 тысяч человек. За ходом работ ежедневно следит вся страна. А скольких он вдохновляет на звонкие, яркие рифмы и мелодии. Выбор нашей судьбы не так уж и прост. Строим мы для людей Керченский мост, чтобы впредь не терять связь с огромной страной, чтобы тот, кто хотел, возвращался домой. Будет что рассказать тем, кто здесь побывает, работали здесь все. Этот хит собрал уже 500 000 просмотров. Сочинил его год назад проектировщик того самого моста. Теперь 19-километровой переправе свои чувства может поведать любой желающий. Как сделал это, например, начинающий поэт из Сыктывкара Роман Гапоненко. На суд жюри он представил песню «Мост Керчи и Тамани». Для этого пришлось даже окунуться в историю, правда, поверхностно. Я просто представил Керченский залив сам, где мост начинается, почитал немного о географии, о том, какие там животные обитают. Вот поэтому у меня в песне присутствует упоминание о дельфинах, о скатах. Вторая часть песни более историческая, там упоминается князь Владимир, как он осаждал Херсон. Эта мечта была всегда – связать Кубань и Крымский полуостров при помощи моста. Это уже строки из стихотворения сыктывкарки Ларисы Болотовой. Здесь автор повествует о непрестанной работе и томящихся в ожидании десятках тысяч россиян. Не просто соединить два берега, но и объединить тех, кто так давно этого ждал. Совсем скоро стройка века станет мостом дружбы. В этом уверена поэтесса из Вуктыла Валентина Дубовая. Пусть недруги вокруг в бессилии хмурят брови, но дело тысяч рук они не остановят. Мост дружбы для людей, а для страны престижа. С ним новый век добрей, а Родина все ближе. Уже через несколько дней победителей конкурса, в нем приняли участие почти 2500 человек, выберет экспертное жюри. В его составе Баста, Валерия, Виктор Дробыш, Игорь Матвиенко и другие знаменитости. Авторов лучших произведений ждет экскурсия по стройплощадке Крымского моста. Самые яркие стихотворения публикуют сборники, а песня «Победитель» прозвучит на музыкальном конкурсе «Новая волна». Александра Головина, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.